Больше 2 недель, как идет весенняя призывная кампания. Указом президента России Владимира Путина этой весной пополнить ряды вооруженных сил страны должны 150 тысяч человек. Около 230 новобранцев должен отправить и наш регион. Военный комиссар республики сообщил, что работа идет не так оперативно, как хотелось бы. В частности, он подчеркнул деятельность военных учетных столов и ответственных по муниципалитетам. Был проведен подводный отход в городе Назарай. Одну повестку вручили они. 2 повестки были вручены родственникам, не пожелали по 3 адресам, 3 человека по адресам, не проживает более 5 лет 2 человека, не открыли дверь 4 человека, находятся за границей 2 человека, за пределами республики 32 человека. Далакова всего 24 адреса. В результате проведенной работы удалось вручить 4 повестки. Повестка была вручена близким родственникам 8 человекам. По указанным адресам не проживало 3 человека, не открыли дверь, но по словам соседей находится дома 3 человека, находится за пределами республики 6 человек. Военный комиссар предложил собрать группу, которая будет оценивать работу военно-учетных столов и ответственных в администрациях городов и районов за организацию призыва. Перед началом призыва каждый глава муниципального образования заверил, что проблем с призывом не будет. Каждый отвечает. У нас хорошее предложение. Давайте мы прям протокольно запишем. Создать комиссию в каждом районе. Из общественников. А то мы видишь, не ходили ни разу 2 года. Ходили, не ходят. И вот пусть эти 4 человека и ответственные от сельского поселения или от города регулируют, и оценку дать надо. Далее на совещании обсудили подготовку к летнему периоду, в частности, обеспечение жителей республики бесперебойным водоснабжением. На сегодня рассматривается вопрос приобретения большого резервуара для Малгобека. Сейчас вода в город подается, а вот чтобы не было срывов летом, необходимо заменить один из накопителей, который установлен в 1933 году. Также министр энергетики и ЖКХ доложил, что идет ремонт на главной насосной станции в Сунже, а также заменили насосы на Кантышевском водозаборе. Проблем с добычей воды нет, но вот транспортировать ресурс не позволяют ветхие сети. Это в районе Очелуков порядка 3-4 километров, которые постоянно, по статистике, у нас постоянно происходят аварии, где рвутся. Мы сейчас подготовили смету, приблизительную сумму мы вам сейчас на этой неделе доложим, еще напишем. И в районе Троицкой, где-то километра 2, заменить 800-й трубы на центральной. Мы подготавливаем насосные станции, но опять же, при увеличении давления, чтобы подать на Малгобекский район, например, с Кантышевского водозабора, у нас рвутся трубы. Мы готовы подать объем 9 скважин, но идет порыв труб. То же самое происходит и с ГНС, главной насосной станции Сунжи. Мы сейчас все 4 центробежных насоса подготовим в ГНСе, но опять же, при подаче дополнительного дебита воды на Малгобекского района у нас происходит порывы в основном в районе Троицкой. То есть мы сейчас предложения подготовили, надо их рассматривать. На встрече также обсудили итоги проведения в республике субботников перед праздником Мар-Хадж. К экологической акции подключились все муниципальные образования региона. По результатам субботника особо хочется отметить администрацию города Малгобек и Джейравского муниципального района, которые, не дожидаясь начальной даты проведения субботника, выполняли очистку и благоустройство своих территорий за несколько дней с учетом прогнозируемого на 6 апреля дождей. Главы данных администрации постоянно находились на связи с сотрудниками министерства, сообщая о проводимой работе и направляя фотоматериалы субботника. Реализация национальных проектов, инициированных президентом России, также тема для обсуждения на совещании. На сегодня в Ингушетии реализуется более 40 программ в рамках нацпроектов. Регион находится в зеленой зоне по 2 из них – образование и качественные автомобильные дороги. Премьер обратил внимание участников встречи на вопрос своевременного предоставления информации в ответственные ведомства. Муслим Ганиев, Ахмед Парчиев, Магаз 24.